Проект Gifted рассказывает о детях, которые, несмотря на свой юный возраст, уже решили, кем хотят быть и чего желают достичь в жизни. Они выбрали непростой путь, полный множества задач, труда и постоянного саморазвития. Именно это и делает их уже сейчас признанными, успешными и знаменитыми. Дети, рожденные в творческой семье, зачастую идут по стопам родителей. Это не аксиома, но таких примеров история знает предостаточно. Ведь попав еще в отрочестве под очарование волшебного мира театральных подмостков или пленительного света кинософитов, им бывает невероятно трудно представить себя в иной роли. Да и зачем, в сущности, этим заниматься, если все идет настолько хорошо, что признают это даже профессионалы? Пусть по совместительству они и являются родителями юного дарования. Кейбір өнер адамдар болады, жоқ, мен баламның өнерде жүргенін қаламаймын. Бывают такие деятели искусства, которые категорически не хотят, чтобы их дети были в этой среде, становились артистами, певцами или актерами. У меня все наоборот. Если у него есть желание и он горит этим, то почему я должна его переубеждать? Я полностью поддерживаю своего сына. Мен қолдаймын баламды. Ашимхан Акарыс, наш сегодняшний герой, происходит из очень известной в казахстанской творческой среде семьи. Его родители – эстрадные артисты, актеры кино, театра и дубляжа Нуркен Утюлов и Айнур Бермуханбетова. Так что появление Акарыса на сцене в том или ином качестве было лишь вопросом времени. Когда мне было 6 лет, я участвовал в передаче «Он Саусак». У меня не было роли, я просто сидел там в массовке. Но после этой съемки меня заметили продюсеры телеканала «Балапан» и стали часто приглашать на прочие проекты. Первый телевизионный опыт так впечатлил юного Акарыса, что он чуть ли не каждый вечер усаживал семью в зале и отыгрывал роли ведущих различных ток-шоу. Увидев столь неподдельную заинтересованность сына, Айнур Бермуханбетова стала регулярно водить его на различные кастинги, в том числе и дубляжные. Поначалу в дубляжах фильмов начал участвовать мой старший брат. В 2013 году вышла картина «Немо». Его голосом говорит главный герой. Посмотрев этот мультик, я сказал маме, что тоже хочу попробовать себя в озвучке. Одной из первых его работ стала роль Маугли в картине «Книга джунглей» американского режиссера Джона Фавро. Это кинопроизведение является 14-м по счету фильмом, переведенным на казахский язык. Вообще, этот фильм про дружбу и доброту. Я многое почерпнул для себя из этого фильма. Мой самый любимый кусочек в фильме – это когда Маугли кричит: «Я Маугли! Это мой дом!» Озвучка главного героя в экранизации романа Редьярда Киплинга принесла Акарысу настоящую известность. Критики тепло отзывались о работе юного актера дубляжа. Хотя сам он признается, что порой было совсем непросто. Иногда я с непривычки был не собран, работая с режиссером, и не справлялся с озвучкой. А ведь дубляж — это довольно сложно, потому что ты должен озвучивать не только слова, но и все эмоции, звуки персонажа. Если он бежит и пыхтит, то ты тоже должен это повторять. К порядку на площадке Акарыса зачастую призывала мама, которая в этой же картине озвучивала питона Каа. Адамдар көбіне ауылдарда, джунглиден алыс жерде тұрады. Бірақ кейде саяхаттайды. Сол кездерде үңгір ішінде лапылдап жарық жанады. Оның аты Қызыл гүл. После успеха Акарыса в «Книге джунглей» приглашения на другие проекты не заставили себя долго ждать. Я участвовал в озвучке нескольких фильмов и мультфильмов компании Walt Disney. Помимо «Книги джунглей» я работал над «Тайной Коко», мультфильмом «Вверх», фильмом «Валериан» и «Город тысячи планет».
С ним было очень легко работать, он очень органичный, веселый молодой человек. У него очень много энергии, которая обычно даже подбадривает нас самих. И звукорежиссера, и меня, и обычно это очень тонизирует. То есть он в той или иной сцене находит какую-то иронию, все сам допонимает и даже помогает в некоторых решениях. Шахмурат Ордабаев, режиссер, работавший с Акарысом над одним из проектов, признается, что мальчик уже сейчас настолько профессионален, что с ним практически не возникает проблем, которыми грешат прочие коллеги его возраста. Так близкий друг режиссера однажды похвастался, что закончил озвучку сцен с актером-ребенком за месяц. Для сравнения, Акарысу на работу в «Тайне Коко» потребовалось 6 дней. Взрослые актеры с подобным объемом справляются лишь на треть быстрее. Мне очень понравился мой персонаж в мультфильме «Тайна Коко», потому что он похож на меня. Он мечтательный, романтичный, как и я. И ему близко искусство. Он ведь музыкант. В этом мы тоже похожи. Ана в сурет шыққы деді ғой. Сурет, мен оны жоғалтып алдым деп айқайлап кеттік. Тоқта, сурет. Мен оны жоғалтып алдым. Тағы да бір рет. Қаттырақ. Самым трудным в этом мультфильме была песня «Не забывай меня», потому что Мигель плачет, когда поет эту песню своей бабушке. Я никак не мог заплакать. Представьте себе, вы проговариваете слова, поете мелодию, еще должны и плакать. Сперва я не мог заплакать. Потом мама меня отругала, сильно отругала. Я очень разозлился и заплакал, а режиссер воспользовался этим моментом. Так мы успешно записали песню. Жүрсек тағы жолықпай, ұмытпа сен. Гитара үні шалқыса, мұңайған күнде көрмей көктем келеді. Қайтадан мені көргенше, ұмытпа. Попадание как казахстанского ансамбля в целом, так и Акарыса, в частности, в этот сложный материал было 100%. Что также не преминули отметить все, кто прямо или косвенно был знаком с работой над картиной. Подобная оценка стала для Акарыса приятным бонусом. Ведь ничто так не окрыляет, как признание другими твоих заслуг. Акарыс абсолютно точно как артист попадал по его эмоциям, понимал все наши задачи. Конечно, бывают и сложные сцены, сцены очень такие драматичные, где нужно было плакать, где нужно было рыдать, где нужно было смеяться. Ну, это очень такие яркие сцены. Не все с первого дубля, но все же они удавались. Талантливого и перспективного юношу со временем заметили и кинематографисты. В свои 12 лет Акарыс уже успел сняться в нескольких полнометражных картинах и сериалах. В том числе его можно увидеть в проекте «Киберзащитники», премьера которого состоялась в январе 2018 года. Акарысу досталась роль гениального программиста Санджара. Судя по многочисленным постам в инстаграме юного актера, работа на киноплощадке не доставляет ему ни капли затруднений, а напротив, становится неиссякаемым источником веселья и позитива. Бала болғаннан кейін кей кезде бұны бір ойын ретінде қабылдайды. Кейбір кезде ал шынымен де бір күрделі. Он еще ребенок, поэтому иногда принимает все это как игру, но когда наступают серьезные, сложные моменты, понимает, задумывается, что это действительно работа, но в основном относится как к игре. Дома мы у него требуем, говорим, что ты должен стать профессионалом. Раз ты вступил в искусство, то должен стараться делать все на высоком уровне. Не жасасаң да сен жоғарғы деңгейде жасауың керек деген ұғымды өзіне түсіндіреміз. Буквально на днях Акарыс закончил работу над еще одним сериалом, название которого, по просьбе режиссера Нургисы Аль-Мурата, пока не разглашается. Эта картина оказалась для Акарыса вдвойне сложной, ведь на протяжении всего съемочного периода он находился в Алматы, вдали от родных и близких, да и сам герой ему достался отнюдь непростой.
ағарыстың рөлі өте ауыр рөлдердің бірі. Өйткені әке-шешесі жоқ, жетім баланың рөлі болғандықтан, ағарыстың өмірде әке-шешесі бар. Роль Акарыса – одна из сложных ролей, так как пришлось играть мальчишку-сироту. У Акарыса родители есть, а для ребенка из благополучной семьи играть ребенка-сироту очень трудно. Ему нужно было плакать. Много было таких случаев. А на трагических сценах даже взрослым, именитым актерам не всегда удается заплакать. И, по моему мнению, он отлично сыграл эти сцены. Потому что реально прослезиться – это не всем актерам под силу. А он не только прослезился, а старался вживаться в эту роль и смог это сделать. Он отлично сыграл свою роль. Находясь вдали от кинокамер, Акарыс превращается в абсолютно обычного ребенка, энергичного, непоседливого и очень жизнерадостного. Он увлеченно рассказывает семье о своих успехах, читает приключенческие истории или играет на домбре. Широте его взглядов и разнообразию интересов вполне может позавидовать даже взрослый человек. Астана қаласында мемлекеттік академиялық Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры бар. В Астане есть Казахский музыкальный драматический театр имени Калибека Куанышбаева. Там Акарыс играет в спектаклях детские роли на одной сцене вместе с народными артистами, заслуженными деятелями. Занимается английским языком. В Астане есть институт Конфуции. Туда он ходит на китайский язык. Участвует в баскетбольной секции. Ағылшын тіліне қатысады. Осы Астанада Конфуций институты бар, сол жерде Қытай тіліне қатысады. Баскетбол секциясына қатысады. А вот на курсы по совершенствованию дикции, столь необходимые актеру дубляжа, Акарыс не ходит принципиально. Да и зачем ему это, если дома всегда поможет мама, по совместительству педагог по сценической речи. Сыздықтың сөйлік салмасын үзді. Тағда? Сыздықтың сөйлік салмасын үзді. Тағда? Сыздықтың сөйлік салмасын үзді. Вокальные навыки Акарыс также шлифует под чутким руководством родителей. Я не обучался специально пению. Меня учит этому мама. Мы с братом участвовали во многих музыкальных проектах, пели вместе с семьей. Но к пению я не так сильно привязан. Ағам екеуміз отбасымызбен, бірақ әнге қатты жақын емеспін. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, өтпейді іштегі ғашықтың жарасы. Летом Акарыс стремится как можно больше времени проводить на уличных фитнес-площадках, прекрасно понимая, что как актеру ему необходимо сильное и выносливое тело. Впрочем, спорт всегда играл в его жизни большую роль. Осы жылы 5-ші сыныпты бітірдім. 5-ші сыныпта бізде... В этом году я закончил 5 класс. В 5 классе у нас периодически проводят турниры по баскетболу. Когда я играю в баскетбол, как будто внутри меня что-то загорается. Я люблю играть в баскетбол. Мен баскетбол ойнағым келеді. Несмотря на колоссальную занятость, постоянные разъезды и многочисленные творческие проекты, в жизни Акарыса есть место самому главному – настоящей мужской дружбе. Ағарыс екеуміз 54-ші мектеп лицейінің 1-ші сыныбына бірге бардық. Біз сол уақыттан бері 5 жыл бірге доспыз. Мы вместе пошли в 1 класс 54-й школы лицея. То есть вот уже 5 лет мы дружим. Мы с Акарысом очень близкие друзья, почти братья. Мы проводим время вместе в классе, на занятиях и в свободное время тоже. Акарыс верный, порядочный. Любой, кто испытывает трудности, обращаясь к нему за помощью, всегда ее получит. Для всех наших общих знакомых, не только для меня. Он честный друг, который всегда поможет. Есть у Акарыса еще одна черта, которая, наверное, свойственна всем творческим людям. Он большой фантазер. Именно поэтому, даже несмотря на очевидные успехи на творческом поприще, с профессией он пока еще до конца не определился.
Да, я и правда мечтатель. Иногда вот хочу быть баскетболистом, потом снова актером, а порой задумываюсь о карьере президента. Но моя главная мечта – служить на благо родного народа, кем бы я ни вырос и какова бы ни была моя профессия. Юноша с раннего детства, вращающийся в богемном обществе и так рано вкусивший признание и славу, мог бы вырасти капризным и тщеславным. К счастью, с Окарысом этого не произошло. Он очень легко и спокойно относится к своим успехам, терпеливо выслушивает родительскую критику и с позитивом смотрит в будущее. Остается лишь пожелать ему не утратить с годами эти замечательные качества, и тогда мы еще непременно о нем услышим.